В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске «Сохранить наследие. Использование объектов историко-культурного наследия» обсудили в Сухуми. Суд признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Джимми Ажиба. Суббота как понедельник, 8 мая, в Абхазии объявлен выходным днем. 28-29 апреля в рамках культурного сезона «Россия-Абхазия-2017» проходит международная научно-практическая конференция «Совершенствование процесса охраны и использования объектов историко-культурного наследия». Организаторы конференции – Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. В конференции принимают участие эксперты по охране историко-культурного наследия, специалисты по проблемам нормативно-правового регулирования законодательства, охраны историко-культурного наследия, по экологии и искусствоведению. Подробности в материале Ренаты Шакая. Участников международной конференции поприветствовал президент Рауль Хаджимба. Глава государства отметил, что форум посвящен обмену опытом в сфере охраны историко-культурного наследия. Примечательно, что в рамках чрезвычайно актуальной дискуссии вы затронете не только вопросы сохранения памятников природы, истории и культуры, но и их разумного использования и популяризации, сказал Рауль Хаджимба. Глава государства отметил, что форумы с участием высококвалифицированных экспертов России и Абхазии становятся теперь уже традиционными и получают широкий общественный резонанс. По словам президента, крайне важно, что на площадке будут обсуждаться и аспекты нормативно-правового регулирования охранного законодательства. Для Республики Абхазия очень ценен и полезен богатый и уникальный опыт дружественной России в такой сфере, как обеспечение режима охраны и использования объектов культурного наследия и их охранных зон. В нашей стране в последнее время предпринят ряд шагов по ужесточению государственного контроля над исполнением действующего законодательства в области охраны памятников. Несмотря на ограниченность возможностей бюджета, Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия нашей страны значительно усилило работу по предотвращению разрушения памятников. Государство считает одной из своих приоритетных задач оказание реальной помощи учреждениям, постоянно занимающимся исследованием памятников, символизирующим нашу историческую и культурную самобытность. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсали отметила, что подобные конференции проводятся в Абхазии уже второй год. Министр считает, что это хорошая площадка для обмена опытом специалистов по охране ИКН двух стран. Мы рады, что формат поменялся. Уже второй год проходят не только обменные гастроли театральных коллективов, наших творческих коллективов, встречи деятелей культуры, но и в том числе очень важным компонентом содержательной части этих мероприятий являются мероприятия, связанные с встречей специалистов по части охраны историко-культурного наследия. Заместитель директора Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры России Георгий Сытенко выразил благодарность коллегам и отметил, что российская сторона всегда готова принять абхазских специалистов на своих площадках. Всегда открыто. Мы ждем коллег на всех мероприятиях, которые организует Министерство культуры. Как минимум на ежегодном съезде органов охраны памятников в этом году, он планируется в октябре в городе Калининграде. Пожалуйста, коллеги, мы любой формат вашей делегации будем рады видеть в качестве наших равноправных партнеров. Конференция была разделена на две сессии. В первой представили 9 докладов на тему существующей системы охраны объектов историко-культурного наследия Абхазии и мониторинга в сфере охраны культурного наследия. Во второй части конференции 6 докладов на тему совершенствования процесса охраны и использования объектов историко-культурного наследия. Сказать, что сохранение культурного наследия наряду с другими факторами – это необходимое условие обеспечения нашей идентичности, нашего культурного многообразия, которое по крупицам формировалось в течение очень многих тысячелетий. В марте этого года была конференция ЮНЕСКО, на которой глава ЮНЕСКО Ирина Бокова сказала фразу, которая как-то врезалась в мое сознание, и я хочу ее вам процитировать, что защита культурного наследия – это не только вопрос культуры, но это императив безопасности.
Речь шла это было связано в связи с теми войнами и вызовами, которым по сохранению культурного наследия, вы знаете, Пальмира, там еще другие памятники, но я применяю это и к нашей ситуации, несмотря на то, что прошло 23 года после окончания боевых действий в Абхазии, наше культурное наследие находится практически, сталкивается с такими вызовами, которые можно применить и эту терминологию. Конференция будет проходить 2 дня. В рамках встречи будут заявлены приоритеты государственной политики Абхазии по охране объектов историко-культурного наследия, среди которых выделяют не только защиту материальных объектов, но и языка, традиций, фольклора. Для реализации этой программы будут разработаны нормативно-правовые акты по охране нематериальных культурных ценностей Абхазии. Рената Шакая, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба посетил торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею со дня рождения народного писателя Баграта Шенкуба в селе Звандрипш. Президент поблагодарил преподавателей и учащихся школы за организацию и насыщенную программу культурного мероприятия о творчестве Баграта Шенкуба. Глава государства отметил, что такого рода события подтверждают, что у страны есть будущее и есть перспективы. Он также подчеркнул важность роли государственного языка в успешном развитии республики. Директор школы села Звандрипш Джума Габуния выразил благодарность главе государства за оказанную школе поддержку компьютерной техникой и книжными изданиями. По окончании торжественного мероприятия президент, дочь Баграта Шенкуба Биана, а также абхазский писатель Мушни Ласурия, глава Совета старейшин Аполлон Шенкуба и министр образования и науки Адгор Кокоба посадили дерево во дворе администрации села. Превышения должностных полномочий не было. Суд города Сухум признал постановление Генеральной прокуратуры Абхазии о возбуждении уголовного дела в отношении начальника управления уголовного розыска МВД Джимми Ажева незаконным. Председательствующий судья Бела Хасая назвала ряд допущенных следствием нарушений процессуального законодательства. Суд признал незаконным и необоснованным постановление старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Руслана Лагвилава, вынесенного 21 апреля с согласия заместителя генерального прокурора Эшсоа Какалия. Суд установил, что с момента подачи заявления, послужившего поводом для возбуждения уголовного дела, прокуратурой были допущены серьезные нарушения процессуального законодательства. В частности, само заявление не зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях как прокуратуры Гагарского района, так и Генеральной прокуратуры. Более того, решение по заявлению, поступившему в прокуратуру Гагарского района, должно быть принято должностным лицом указанного органа, а не Генеральной прокуратурой. Таково требование Уголовно-процессуального кодекса. Поступившее от Калякина в прокуратуру Гагарского района заявление было подследственно данному органу и не подлежало передаче в Генеральную прокуратуру, так как уголовно-процессуальный закон не предусматривает изъятие, передачу сообщения преступления от одного органа к другому, либо от одного следователя к другому, поскольку такое право в соответствии с пунктом 8 и 9 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса предоставлено прокурору по отношению к уголовным делам. Согласно решению суда, в постановлении о возбуждении уголовного дела отсутствуют общие объективные признаки преступлений, в совершении которых прокуратура подозревает Джимми Ажеба. Постановил жалобу Ажеба Джуми Низбевича на постановление старшего следователя по УВД следственной части Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Лагвилава, вынесено 21 апреля 2017 года, удовлетворить. В срок до 5 суток обязать следователя прокурора устранить допущенные нарушения, о чем известить суд. Судья Хасаев в своем решении резюмирует: ввиду допущенных нарушений возбуждение уголовного дела в отношении Джимми Ажеба нельзя признать законным и обоснованным. Низ Фаршба, Саид Айба, Роберт Ломи. Абхазское телевидение. 28 апреля примерно в 8:30 утра в дежурную часть УВД по городу Сухум поступило сообщение от председателя Центра избиркома Тамаза Гоге о совершении угона автотранспортного средства. Служебный автомобиль Toyota Prado был угнан со двора дома номер 9 по улице Чачба. По информации пресс-службы МВД, следственным отделом УВД возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших преступление.
8 мая объявлен выходным днем. В целях рационального использования выходных и праздничных дней премьер-министр Беслан Барцыц подписал распоряжение о переносе выходного дня. Таким образом, 6 мая суббота объявлен рабочим днем, 8 мая понедельник выходным. Юбилейный год Баграта Шенкуба ознаменован памятными мероприятиями и творческими вечерами. Поэта эпохи вспоминают все, от мала до велика. Проводятся концерты в школах и детских садах, вспоминают на конференциях и круглых столах. Сегодня творческий вечер памяти Баграта Шенкуба прошел в Гулрыбском доме культуры. Подробности у Саида Джарсалия. Прочитав один раз произведение Шенкуба, последний из ушедших, я захотел, чтобы все абхазы в Турции смогли понять смысл и всю боль, которую описывает книга. Важно не повторять ту ошибку, которую допустил убыхский народ, сказал на вечере памяти Баграта Шенкуба писатель-репатриант из Турции Хайри Кутарба, который перевел произведение эпохи «Последний из ушедших» на турецкий язык. Главная цель – не забыть. Для этого и проводятся вечера памяти, круглые столы и конференции, на которых молодому поколению передают накопленные знания, а главное – воспоминания о тех, кого смело можно считать людьми целой эпохи. Юбилейный вечер начался со строк известного стихотворения Баграта Шенкуба «Слово». Ведущие вечера коротко рассказали биографию выдающегося поэта. На сцене выступали учащиеся абхазских и армянских школ Гулрыбского района. Они исполнили песни, зачитывали известные стихотворения Шенкуба, ставили мини-спектакли по мотивам его произведений. По словам заместителя главы администрации Гулрыбского района Дмитрия Габлия, ежегодное проведение таких мероприятий играет важную роль для подрастающего поколения. Мы постарались вложить максимум усилий для того, чтобы показать значимость этого писателя, значимость его для абхазской культуры, значимость его для целиком всего абхазского народа. Творчество Баграта Шенкуба, наверное, хоть и прошло целых 100 лет, наверное, можно сказать, что недооценено на сегодняшний день. Уж слишком глубоко его творчество, уж слишком эмоционально оно. И, конечно же, нужно делать максимум того, что возможно, чтобы подрастающее поколение знало о творчестве этого писателя. 2017 год объявлен годом Баграта Шенкуба и в ознаменовании столетнего юбилея выдающегося писателя. По всей Абхазии проходят памятные мероприятия, посвященные его творчеству. Саид Джарсалия, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Весенний призыв на военную срочную службу начался в Абхазии. Он продлится до 30 июня. На службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. О том, как прошел первый день призыва, расскажет Саресмар. Армия – неотъемлемая часть жизни каждого мужчины, ведь тут можно закалить характер, стать выносливым и дисциплинированным. Все эти ребята родились после Отечественной войны народа Абхазии. Они росли и мужали в сложное послевоенное время, а сегодня уже готовы встать на защиту Отечества, как в свое время их родители. Ахрала Карба уже закончил высшее учебное заведение. Служить в абхазскую армию пошел по собственному желанию. Говорит, сыграло чувство патриотизма. С патриотическим настроем, считаю, потому что я абхаз. Я должен служить своей родине, отдать долг, потому что наши братья, наши отцы, деды погибли во время войны нашей отечественной. Поэтому я обязан, просто каждый гражданин Республики Абхазия обязан пройти нашу армию. Служить или не служить, перед этими ребятами такой вопрос не стоит. Молодые люди понимают, что без военного билета в будущем никуда. Да и долг родине нужно отдать. Именно по этим причинам с каждым годом ребят, которые уклоняются от службы, становится все меньше. По словам военного комиссара Нукзара Тужба, весенний призыв в армию проходит в штатном режиме. Сегодня первый день, как вот в Сухуми, так во всех районах республики проходят такие мероприятия. Сегодня все районные военкоматы доставляют в призывной пункт призывников для прохождения республиканской медицинской комиссии. После прохождения республиканской медицинской комиссии по приказу министра обороны создан учебный центр, где будут проходить молодые юноши наши курс молодого бойца.
после окончания курса молодого бойца они примут военную присягу и будут распределены по воинским частям и подразделениям. Прежде чем отправиться на военную службу, необходимо пройти медицинскую комиссию. Тут, как и положено, призывников осматривают врачи. И именно они решают, годен солдат для военной службы или же нет. Тяжело, когда, это очень часто у нас бывает, что ни в 14 лет, ни в 16 лет они нигде ничего не проходили, а в 18 лет они приходят впервые. А впервые видят человека, которого ты не видел, не обследовал раньше, а жалоб куча. Молодые люди предъявляют всевозможные жалобы. Срок службы молодых людей остается неизменным – 1,5 года и год для призывников, окончивших вузы. Значительных нововведений в весеннем призыве не будет. По-прежнему солдатам предстоит нести службу в разных воинских частях в соответствии с уровнем образования и гражданской специальностью. При распределении, конечно, учитываются и пожелания самих призывников. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Сборная Абхазии примет участие в чемпионате Европы по футболу по версии КАНИФА. В мае начнутся сборы национальной команды, и уже 5 июня состоится первая игра. Чемпионат пройдет в Кипре. Как попасть в группу болельщиков национальной сборной, рассказал президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия. Мы сегодня занимаемся практически выездом на Северный Кипр на чемпионат Европы. Со стороны, то, что касается болельщиков, у нас заявка до 30 апреля. Это именно где сегодня будет присутствовать команда, сборная Абхазия. Есть отель там. И в этом отеле, если наши болельщики желают поехать, мы можем их зарегистрировать в этот отель, чтобы они находились вместе с командой. Но эта заявка до 30 апреля. У нас 22 мая уже сборы начинаются, сборные национальной сборной, которые будут готовить Беслан Аджинджел и Беслан Губля. Я думаю, мы не хуже выступим. Я думаю, в финал мы обязаны выйти. Мы едем как чемпионы мира туда. Жеребьевка прошла. С какими командами? У нас хозяева Северный Кипр, Южная Осетия и Полтания. Это румынская команда, которая... Мы первую игру играем с ними в 8 часов вечера. 5 июня первая игра и 10 июня чемпионат мира заканчивается. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем плюс 25-27 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.